Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Чему вы скоро будете удивляться, чему будете радоваться? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, намерениях, надеждах. Мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Чему я скоро буду удивляться, чему я скоро буду радоваться? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что такого будет необычного, интересного происходить в вашей жизни. Так, ну что, мои милые, во-первых, здесь пахнет любовью, здесь пахнет романтикой, пахнет какими-то яркими встречами, признаниями, страстью, огнем таким, знаете, вот прям, который обжигает, но обжигает очень приятно. У вас идет удивление о том, как вы быстро сойдетесь с человеком, ну, мало вам знакомым, либо незнакомым вовсе. То есть здесь встреча двух абсолютно разных людей. Мужчина просто, видите, вот он мужчина, да? Он вас просто захомутает, как говорится, возьмет под свое крылышко. И вы будете в шоке, да, как это случилось. Да? Вы скажете, боже, ну я же такая порядочная, я же никогда ни с кем, так, чтобы в легкую куда-нибудь во все тяжкие, никогда. А тут вас просто понесет по течению, вы расслабитесь, получите по максимуму радости и удовольствия. Это просто какие-то незабываемые, фееричные, яркие, огненные, искристые отношения. Здесь либо начало какого-то безумного романа, который просто вас закрутит, не отпустит. Здесь, я не знаю, ну просто радуга и буря эмоций. Вот как-то смешалось все, да, и луна, и солнце. Очень необычная картинка здесь происходит. Но с другой стороны, вы знаете, вы засиделись. Вот как хотите, вы засиделись, у вас вот ваша жизнь — это песочные часы. Какое-то было однообразие сплошное в вашей жизни. День сурка, когда вы каждый день, да, утром встал, пошел там покушал, на работу, с работы пришел, кушать приготовил, покушал, лег спать. То есть какое-то полнейшее однообразие. И тут вот она, радуга, искры, пламя. Знаете, просто безумные мысли будут у вас в голове пробегать, вы и сами от себя такого не ожидаете. Захочется выглядеть красиво, захочется блистать, быть наконец-таки такой взбалмошной, непослушной девочкой. Здесь будут сорваны все маски, здесь будут открыты все запреты и секреты. Знаете, вас понесет именно в хорошем, правильном, радостном направлении. Да, может быть, согласно вашим моральным там принципам и устоям, это будет немножечко дерзко, но на самом деле вы слишком были долго послушной девочкой. Пора уже, как говорится, попробовать и такой загульной жизни. Ничего страшного с вами не произойдет, но то, что вы получите море удовольствия и радости от этих отношений, от этого общения, это 100%. Мало того, этот человек еще будет дарить вам что-то, подарки идут, понимаете, и не один подарок, и не два, и это не про цветы, это действительно какие-то серьезные подарки будут идти в вашу жизнь. Смотрите, человек-дельфин, и вот смотрите, даже кольцо может быть. Там буквально, да, вы с ним повстречаетесь 2 недели, и он такой раз на коленочку и колечко вам. Баба, выходи за меня замуж. Такое тоже может быть. Вот это кольцо, оно об этом и говорит. Причем при дельфине, дельфин же это мечта, романтика, это же такое все сладкое, вкусное. Это то, о чем мечтает каждая женщина, каждая девочка. Понимаете, очень неожиданная ситуация. Мои милые, я за вас, лично я за вот эту отсыпку, я просто очень рада. Я руками и ногами за такие отношения, которые, да, они с одной стороны лайт, а с другой стороны они очень полезны и нужны. Потому что даже самой любой высокоморальной и послушной девочке нужна вот такая вот немножечко встряска. Нужно немножечко побыть плохой. Да, потому что
это совсем другая реальность. Это вас раскрепощает, это позволяет вам действительно летать над землей, блистать. Это вы есть такая, вы просто себе запрещали. Возможно, вы даже одевались как-то серенько, чтобы не выделяться, чтобы там не привлекать внимание. А тут раз и вас понесет, захочется блистать, захочется, может быть, каких-то даже блесток. Все то, что было запрещенкой до этого, вам прям захочется в это окунуться, в этом искупаться и это все попробовать. Так, здесь смотрите, у кого-то будет прям очень серьезный разговор, который поменяет все. Вы выйдете в этот разговор, и разговор будет начинаться на одну тему, и в процессе разговора просто такая прям как диаграмма идет, да, вы будете менять с темы на тему, вы будете прыгать, пока не будет сказана истина. Смотрите, у вас есть претензия к человеку, у человека есть к вам претензия, но претензия по ходу одна и та же, да, одна претензия на двоих. И вы, например, что-то требуя от своего партнера, при этом вы грешите тем же образом. Здесь и смех, и грех, понимаете, сначала вы вроде как пойдете ругаться лбами, будете бодаться, а потом поймете, что вы, вдвоем в тупик попали, да, вот очень такая скользкая ситуация. Вы договоритесь, вы примиритесь, и эта ситуация не только касается в любви, но и также может касаться там между вами и вашей мамой, либо вами и вашими детками. То есть здесь явно два любящих человека идут по какому-то ложному пути, при этом имея претензии одинакового характера друг к другу. Здесь очень хороший момент, что вы, во-первых, удивитесь, что, окажется, я тоже не белая пушистая, оказывается, что я тоже могу где-то там, начудить, да, мягко скажем. Здесь очень хороший разговор случится, очень добрый, примирительный и поможет наладить вам отношения. Дальше идем. У вас здесь прорастают какие-то новые всходы и возможности будут. Это то, что вы когда-то давным-давно посеяли. То есть вами было когда-то давно проделана определенная работа, кропотливая работа. И вы, грубо говоря, они уже как подзабыли об этой работе, да? Но а работа-то не забыла про вас, она про вас не забыла. И эта работа наконец-таки попала под благотворный дождик, да, вот водичка ее росили, и она начинает давать всходы. Неожиданно, нежданно, негаданно, непредсказанно, да, начнут давать всходы те дела, которые были посеяны много, там, не знаю, месяцев назад, либо даже лет назад. Для вас это будет просто какое-то, откровение, какая-то прям безумная радость и вера в лучшую жизнь. Знаете, вот захочется прям идти вперед, появится энтузиазм, а вы будете гореть в том направлении, вы поймете, что все оказывается не бесследно, да, проходит, что результат он все равно есть, что я молодчиночка, что все я делала правильно, и не нужно было мне слушать всяких там непонятных советчиков. Это замечательно. Вот у вас заинька, видите, какой с длинной шеей заинька такой у вас вышел. Заинька — это вы. Здесь я вижу, что у вас вот заинька, который боится вот за эту птичку схватиться, да, видите, птичка такая красивая, он боится за нее схватиться, он боится, что он ее не удержит в своих лапках, да, и она от него улетит. Заинька, вы боитесь хвататься за шанс. Но заинька у нас смотрит влево. Влево он смотрит. И это мне говорит о том, что вы перестанете быть этим заинькой, и вы, если что-то к вам в ручке идет, вы будете и хватать. И это будет самый правильный подход. Что касается вот этого дельфиненка с кольцом, я могу так вам сказать, девочки, дают кольцо, берите. Передумать вы успеете всегда. Если мужчина нравится, если отношения горят, если они хорошие, добротные, пусть даже если они касаются, извините, качественного интима, почему нет? Почему нет? Пусть вы растянете это чувство эйфории, пусть он понимает, что да, он типа вас там захомутал. А на самом деле посмотрим, кто еще кого захомутал. Буду делать предложение, берите, соглашайтесь, передумать успеете всегда. Дальше смотрим. Здесь у многих девочек будет какой-то возврат потерянной вещи, либо утраченной вещи, либо кому-то отданной, но, я не знаю, кем-то украденной, может быть, да, что-то вам будут возвращать. Причем возвращать через какие-то чужие руки. Вы не узнаете, что вот эту вещь украл какой-то вот человек определенный. Больше, конечно, идет похоже на воровство, да.
кто-то украл, кто-то позарился, а потом понял, у кого украл, либо совесть замучила, человек будет возвращать вам эту вещь. Могут вернуть не только вещь, могут вернуть, например, животиночку, да, могли там украть собачку, либо кошечку вашу любимую, либо птичку кто-то себе присвоил. И вот люди будут возвращать. Совесть замучает, ну тут даже больше не совесть, тут больше ваш ангел-хранитель постарается, потому что вы очень сильно распереживались, да, когда вы потеряли. Будь то вещь, будь то животное, неважно, был очень большой запрос во Вселенную, что ну почему, да, эта вещь была мне нужна, дорога, либо ну это был уже там, я не знаю, мой роднусечка, да, какой-нибудь там комочек пушистенький, вам будет возврат идти. И прям причем так неожиданно, куда-то вот прям время такое темное время суток, либо вам позвонят, скажут, что ну вот хотим вам вернуть, либо к вам придут поздно вечером, скажут, вот, пожалуйста, это ваша вещь, получайте, вот вам возвратик такой идет. То есть будет очень неожиданно, и вы, пожалуйста, не забудьте поблагодарить, во-первых, своего ангела-хранителя, своими словами благодарите, во-вторых, поблагодарите Вселенную, благодарите Создателя. Если есть возможность, ну, там, пожертвуйте что-нибудь там, малоимущим, да, людям нуждающимся. Если нет возможности, просто сделайте какое-то хорошее, доброе дело. Потому что такие поступки, они не должны быть неоплаченными, да, чтобы вам в будущем еще приходились такие хорошие ситуации, да, лучше оплатите. Это очень будет хорошо и для вас, и для вашего будущего. Очень хорошие вести к вам летят. Хорошие вести из двух сторон. С одной стороны идет хорошая весть, и с другой стороны идет хорошая весть. Эти вести одна о человеке, о котором вы хотели узнать, которого, может быть, разыскивали, либо с каким вы хотели там выйти на контакт, познакомиться, пообщаться, вернуться в жизнь. Да? Вот с этим человеком будет весть прям о том, что он тоже, например, готов, желает, принимает. Договоритесь вы с этим человеком. И весть вот о такой толстой курице, толстая такая весть, скорее всего, связана с какими-то материальными благами. То есть видите, как у вас попрет, фу-фу-фу, прям попрет, и в любви, и по деньгам. Это очень хорошо. Во-первых, это говорит о том, что ваши каналы любовные, денежные, с ними все хорошо, они правильно работают, в правильном направлении поток идет. А во-вторых, мои милые, ну, это две подружки-сестрички, которые всегда ходят рука об руку. Это нормально. Так, еще есть человек, который, смотрите, этот человек, он... Но я не знаю, он как-то, может быть, вас сдерживал, как-то на вас влиял, как-то, может быть, вы побаивались этого человека. Вот это влияние уйдет. Этот человек, он от вас отворачивается и уходит в другую сторону. Я не могу сказать, что совсем он уйдет, я не вижу этого. Но я вижу, что вы выйдете из-под вот этой вот, ну не знаю, железной какой-то, из-под железного этого купола. То есть вы выходите на свободу, и вы начинаете понимать, что вас больше никто не контролирует, никто не сдерживает, ни перед кем отчитываться не надо, никого там бояться не надо. То есть, понимаете, вот запах свободы будет кружить вам голову. Но я вам так скажу, что свобода свободой, но все равно вы наставление этого человека помнить будете, потому что он вас как-то на крючке держит, скажем так, даже если не рядом. Если это, например, ваша строгая мама, это может быть строгая мама, то она, скорее всего, либо куда-то поедет отдохнуть, либо там, может быть, там к родственникам съездит. Вам это время передышки, чтобы вы так по полной оторвались и насладились жизнью. Вы знаете, вы многое будете думать о том, что она говорила, как говорится, отсеете истину от надуманного, да, от притянутого за уши. И вы почувствуете, что за это время вы просто повзрослеете, поумнеете, и вы больше не захотите возвращаться под этот гнет. Там будет серьезный разговор, причем, знаете, разговор закончится тем, что мама может там расплакаться, обидеться, а потом поймет, что девочка-то выросла, да, либо мальчик-то вырос, что не надо больше так усердно убиваться, да, и пытаться там уберечь от всех неприятностей. То есть потом будет еще другой разговор, другого толка, когда мама скажет, ну все, моя миссия закончена, типа я могу теперь своей жизнью пожить, ты теперь у меня взрослый, либо взрослая, давай дальше сам. Знаете, в любом случае очень хороший песок. Мне очень нравится то, что будет происходить. Во-первых, радость. Поездка какая-то необычная у вас еще предстоит. Вот смотрите, два человека едут в эту поездку, они прям, парочка такая, они наслаждаются собой, друг другом, да, и тем, что происходит вокруг них. И здесь у вас вот такой вот, слоненок, что ли, коровенок, как его правильно назвать, знак стабильности того, что у вас дела в гору пойдут, понимаете? Вот это замечательно. Я желаю, чтобы все самое хорошее поскорее исполнилось, причем в троекратном размере. А плохие какие-то вещи, либо переживания навсегда вас покинули и больше вас не тревожили.
На этом моя цыпочка закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.